Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы находимся в Театре оперы и балета города Чебоксары. Здесь организована очень богатая, интереснейшая выставка, организованная Минсельхозом Чувашии. На выставке представлены различные мучные изделия, кондитерские. Здесь можно не только посмотреть на эту продукцию, но и продегустировать, что мы сейчас и сделаем. Вкус просто потрясающий. Работники сельского хозяйства Чувашии торжественно отметили свой профессиональный праздник. Сегодня в Театре оперы и балета прошел большой яркий праздник, посвященный Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Торжественное мероприятие было запланировано давно, и тружеников полей решили не оставлять без ежегодного чествования. Все, чем богата Чувашия, на щедрых столах. Здесь представлены дары урожая и то, чем славятся крестьянские подворья. Молоко, сыры, творог, колбасные изделия, мучная продукция, кондитерские, макаронные изделия, зерновые культуры. Живые скульптуры впечатляли своей красотой и натуральностью всех гостей мероприятия. Каждый желающий смог сфотографироваться с ними, чтобы это событие осталось в памяти на многие-многие года. Действительно, сегодня настоящий праздник для всех землян, кто работает на земле, в отрасли перерабатывающей промышленности. Сегодня мы отмечаем такое торжество. Действительно, бурнарцы в этом году проработали неплохо, вырастили зерновые культуры на площади 19 тысяч гектаров. Урожай, конечно, очень неплохой. 64 тысячи тонн мы собрали при средней урожайности 33,6 центнеров. Ну, конечно, я очень благодарен всем своим землякам, бурнарцам за те показатели, которые мы в этом году достигли. И порадовали в этом году животноводы. Те показатели по сравнению с прошлым годом у нас выросли. По надою молока мы 2% смогли увеличить свои показатели. И по производству мяса тоже на 4%. Честь и хвала бурнарцам. Конечно, у нас планы большие на будущий год. Будем развиваться и дальше двигаться вперед на благо, на обеспечение продовольственной безопасности нашей страны. Глава Чувашии Олег Николаев пообщался с фермерами и по достоинству оценил плоды их трудов, продегустировав продукцию каждого представителя. Мы представляем продукцию завода Бурнары, завод СОМ. Завод основан 1974 года. Сегодняшний день именно кислоцельно-молочная продукция работает под брендом Белоусовы. У нас сегодняшний день свое хозяйство, это агрофирма «Кольцовка». Все это молоко перерабатывается на завода СОМ сухого обезжиренного молока, а последующая эта продукция продается под брендом Белоусовы территории Чувашской Республики. У нас имеется основной, это народный пакет, это молоко, творога, это сметаны, это йогурты, это масло сливочное. У нас для промышленной переработки мы выпускаем сухое обезжиренное молоко и сухое цельное молоко. Но это на заводе есть, но оно для дальнейших промышленников, как колбасных заводов, хлебзаводов, кондитерки мы отгружаем по всей России. А здесь, в Чувашии, именно продаем народный пакет, кисломолочная продукция, цельномолочная продукция, творога, сметана, масло. Я представляю компанию, которая называется сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Мелилотус». Мы расположены в Канашском районе, в деревне Новые Шальтямы. Занимаемся переработкой меда и выпуском продукции пчеловодства. Это прежде всего мед фасованный, крем меда. Также мы производим чаи на основе иван-чая. Вот. Это новое производство, которое мы открыли в этом году. И, конечно же, для нас прежде всего важно, что в этом году мы выполнили все свои планы, все свои проекты, которые планировали. Работает в нашем предприятии 16 человек. Это прежде всего местные жители. Вот. Занимаются они сбором как раз иван-чая, переработкой. У нас работают пчеловоды. Кооператив «Мелилотус» объединяет несколько пчеловодов, и суммарно объем собранного меда у нас составил более 20 тонн в этом году. И наша задача все это переработать,
реализовать и получить прибыль для дальнейшего развития. За этот год мы расширили потенциальных, скажем так, список наших покупателей. Но прежде всего мы реализуем это магазином, вот, это корпоративные продажи. Реализуем также мы через маркетплейсы, то есть Озон, Валберис, Казань-Экспресс. Также в планах открыть в декабре месяце фирменный магазин в Чебоксарах. И, конечно, мы реализуем продукцию в Канаше, в Канашском районе. Хотелось бы, конечно, расширить список тех предприятий, которые продают нашу продукцию, но, к сожалению, тот ассортимент продукции, который у нас есть, мы производим, не представлен пока в таком объеме, в котором хотелось бы. То есть, все-таки, вот, пользуясь случаем, обращаюсь к предпринимателям, звоните к нам. Вот, мы готовы с вами встретиться, обсудить условия и открыть в Канаше фирменный магазин на очень хороших для вас условиях. На праздничном концерте Большой сцены театра оперы и балета прошло мультимедийное шоу с применением новых технологий, что стало отличным подарком для работников аграрной сферы. Зрители Большой сцены увидели по-настоящему красивое, потрясающее шоу, приняли поздравления от артистов чувашской эстрады и театра. Для работников сельского хозяйства на самом деле этот праздник является одним из самых главных праздников в году. Я угужал их индейским, тогда теребелеген предприятие Тешкураганзем. Палах паинги уяв в пиринжень пиде палуя. Мы же дизель эбер кажал мендума булдарныне педемледепер. Узер пуще палах малалыш ушенеде чиприце хварашем. Дорогие друзья, дорогие земляки, уважаемые коллеги, я от всей души сегодня присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые звучали в связи с замечательным праздником, с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Сергей Геннадьевич только что продемонстрировал великолепные, можно сказать, результаты текущего года деятельности отрасли. Но есть моменты, которые нас и не то чтобы огорчают, но как минимум держат в напряжении, мотивируют еще больше работать. Вот, несмотря на большое количество успехов, которые мы фиксируем в этом году, это рекорды, это великолепные результаты по разным направлениям нашей деятельности. Но есть очень много вопросов и проблем, которые пока тревожат людей, волнуют людей, которые живут на сельской территории. И все эти проблемы мы с вами зафиксировали и обозначили планы нашей деятельности. Включили их в комплексную программу социально-экономического развития на 5 лет, а самое главное, определили источники их реализации. И здесь очень важно нам, чтобы мы действовали очень слаженно. Ведь любой большой результат состоит из маленьких составляющих. Так же, как и великая мощная река Волга, скажем так, формируется из потоков малых рек. Также и здесь. Каждый, кто работает, независимо в какой профессии, независимо в каком месте, делает вклад в одно общее дело. И в итоге мы с вами в этом году фиксируем очень радующий результат, несмотря на очень сложный год. Год был таким, на мой взгляд, и он еще и таким и остается, который, наверное, испытывал нас и определенным образом экзаменовал на то, насколько мы способны преодолевать те или иные сложности. И тем не менее, благодаря вот этой слаженной работе, благодаря тому, насколько эффективно вы каждый на своем месте используете те возможности, которые есть, мы сегодня не просто сдали этот экзамен, но и доказали, прежде всего, самому себе, что все возможно. Возможно преодоление рекордов советских времен.
возможно преодоление трудностей и сложностей, которые казались непреодолимыми. Возможно двигаться уверенно вперед. Даже направление экспорта, которое, вот как Сергей Геннадьевич сказал, усложнилось в связи с введением санкций, а 25% рынка экспорта это были те недружественные страны, которые ввели очень жесткие ограничения по отношению Российской Федерации. Пока мы фиксируем, пусть небольшой, но рост экспорта. Более 33 миллионов долларов экспортировано вами сегодня за пределы Российской Федерации. Здесь радует что? Радует то, что мы с вами экспортируем продукцию с высокой добавленной стоимостью. Это более чем 87%. Это значит рабочие места, которые есть, и они соответствующим образом обеспечивают бюджетный потенциал и возможность реализации социальных задач. Конечно же, те золотые медали, которые вы в этом году смогли завоевать в очень конкурентной борьбе на российских площадках, это доказательство того, что вы производите очень качественную продукцию, очень экологичную продукцию, и это признано экспертами. Наша задача, чтобы нашу продукцию выбирал потребитель. И прежде всего, наша задача, конечно же, обеспечить продукцией, которая производится в Чувашской Республике, экологичной и качественной наших жителей, жителей Чувашской Республики и прежде всего подрастающее поколение. И для этого мы в этом году начали пилотный проект в 2 муниципальных образованиях в виде централизованной организации горячего питания школьников из продукции, производимой в Чувашской Республике. А это как раз вовлечение в этот вот большой процесс, в том числе продукция, которая производится в личных подсобных хозяйствах. И здесь было уже сказано Сергеем Геннадьевичем, мы тоже видим очень большой потенциал, потому что только 7 тысяч человек пока выбрались для себя формат самозанятых для того, чтобы производить и реализовывать свою продукцию и вовлечься в товаропроводящую цепочку. Напомню, в Чувашской Республике 233 тысячи личных подсобных хозяйств, и многие из них производят сельскохозяйственную продукцию и делают в общий вклад в валовую продукцию отрасли сельского хозяйства. Если в среднем это 41%, по отдельным направлениям это более 55%. И, конечно же, использование этой продукции в качестве сырья, обеспечение новой добавочной стоимости – это новые рабочие места, это новые производственные площадки. И для этого тоже правительство очень целенаправленно работает. В этом году, вернее, в текущем году мы планируем завершить работу по созданию пегрового агротехнопарка в Батлерском районе. Есть возможность аналогичный агротехнопарк создать в Тивильском районе. И прошу администрацию Тивильского района поработать в этом направлении и организовать все мероприятия, которые нам позволят реализовать этот очень важный проект и обеспечить соответствующую вовлеченность малых форм хозяйства, прежде всего, вот в эту большую задачу обеспечения продовольственной безопасности нашей страны через создание, в том числе, новых видов продукции. Ну и, конечно же, мы намерены использовать все открывающиеся возможности, которые возникают прежде всего в связи с решениями президента Российской Федерации, которые трансформируются в решение правительства Российской Федерации. И мы, правительство Чувашской Республики, конечно же, будем принимать дополнительные решения, которые позволят взять на учет каждый проект, который позволит реализацию вышеназванных направлений нашей совместной деятельности. Я всех поздравляю с этим замечательным, значимым для Чувашской Республики праздником. Говорю вам огромное спасибо за ваш самоотверженный труд, который вы делаете с огромной любовью и добротой, и желаю всем нам новых успехов.
Сегодняшняя выставка и праздничные мероприятия подошли к своему завершению. Все было очень ярким, красивым, насыщенным и очень вкусным.